Здравствуйте! Представляем вашему вниманию первый модуль «Основы программного бюджетирования». В основе программного бюджетирования лежит программно-целевой метод, который, в свою очередь, основан на отборе основных целей развития организации или системы и разработка связанных между собой мероприятий по достижению этих целей при условии их обеспечения ресурсами. Программно-целевой метод предполагает разработку плана с предварительной оценкой конечных потребностей и результатов. Программно-целевой метод основан на нескольких принципах. Это приоритетность, целенаправленность, системность, ресурсная обеспеченность. Каждый из этих перечисленных принципов программно-целевого метода так или иначе находит отражение в методике бюджетирования на программной основе. Учитывая эти преимущества, можно сказать, что программный бюджет является более эффективным инструментом в сравнении с теми, что вы до этого использовали. Самый главный принцип программного бюджета в том, что расходы привязаны к достижению результата, а результат к цели. А теперь рассмотрим, чем же отличается программный бюджет от традиционного. Традиционным бюджетом принято считать бюджетирование на основе статей расходов. Это прежде всего статьи расходов по экономической и по функциональной бюджетной классификации. Вопрос «сколько» на рисунке отражает экономическую классификацию, через которую видны разделы, категории и статьи расходов, оплата труда, приобретение и использование товаров и услуг и так далее. А вопрос «кому» – функциональную классификацию, которая показывает распределение расходов по отраслям, или ведомственную, в которой расходы распределяются по конкретным государственным органам. БПО добавляет важный вопрос «зачем?». Это отображение конкретных измеримых результатов, к которым в программном бюджете привязаны все расходы. Любой успешный процесс производства работ или услуг предполагает наличие трех важных компонентов – ресурсов, финансовых, материальных, человеческих и так далее – деятельности, которая невозможна без ресурсов и результата. Напомню, это конкретные измеримые показатели, которые достигаются в процессе деятельности при участии ресурсов. Возвращаясь к отличиям традиционного бюджета от бюджетирования на программной основе, можно особо отметить, что традиционный бюджет всегда отражал только ресурсы и деятельность опять-таки через экономическую и функциональную бюджетные классификации. А программный бюджет дополнил эту схему недостающим и очень важным звеном – результатами. Результаты отображаются в БПО в виде индикаторов результативности и их значений, являясь неотъемлемым элементом нового вида бюджетной классификации – программной бюджетной классификации. Есть еще несколько преимуществ БПО. Например, можно отслеживать расходы не просто по статьям, а по направлениям на достижение результатов и таким образом определять эффективность государственных расходов. Можно планировать расходы и результаты на среднесрочный период, примерно на 3 года, то есть видеть более далекий горизонт планирования. Управленческая свобода, способность распоряжаться средствами с учетом внутриотраслевых приоритетов, оптимизировать свои организационные структуры. Государственные органы и их подведомственные организации получают свободу распоряжаться средствами в обмен на гарантию достижения результатов. Повышается качество индикаторов оценки деятельности с точки зрения их общественной полезности. И таким образом повышается прозрачность государственных расходов. Даже незнакомый в деталях со спецификой отрасли человек сможет понять, на какие цели были или будут израсходованы бюджетные средства, то есть не просто на зарплату или коммунальные услуги, а на развитие отрасли и повышение ее отдачи для населения. Важной методикой, в соответствии с которой строится весь механизм БПО, является целеполагание. Целеполагание формируется из действий, которые должны совершаться в определенной последовательности. В первую очередь нужно понять или проанализировать потребность. Далее необходимо сформировать видение цели, затем разработать план действий. Действия будут осуществляться при помощи ресурсов, которые нужно найти. После этого можно приступать к реализации идеи. А по окончанию реализации оценить результаты. Планирование в целеполагании осуществляется согласно иерархии целей или так называемого дерева целей, где главенствует общая цель.
достижение которой означает достижение желаемого состояния организации или отрасли. Общая цель, хоть и должна быть измеримой, все же слишком обширна, чтобы выводить из нее конкретные мероприятия, например, сохранение биоразнообразия на территории республики. Для этого сначала нужно разбить ее на подцели более узкой направленности, например, предотвращение исчезновения видов местной фауны или местной флоры. Подцели помогут сформулировать задачи. Задач для каждой подцели может быть несколько, и они уже тесно связаны с основными функциями ООПТ лесхозов. Основные функции, в свою очередь, разбиваются на мероприятия. Такую же схему можно применить и в бюджетировании на программной основе. А это означает, что мы строим наш бюджет на иерархии целей и задач. Здесь также главенствует стратегическая цель, которая затем раскладывается до уровня мер и мероприятий. Более подробно элементы схемы объясняются в следующем модуле. Модуле номер 2. Формат программного бюджета в Кыргызстане, основные подходы и нормативная база. Мы ознакомили вас со всеми основными моментами, но остался один важный элемент – индикаторы результативности, поскольку он является составной частью всех уровней БПО. Результаты, как и сами цели, имеют разные уровни. Только на этой таблице они представлены в последовательности снизу вверх. На уровне мер и мероприятий мы видим прямые результаты деятельности, как правило, характеризующие просто объем выполненных работ или оказанных услуг. На более высоком уровне мы видим более сложные результаты, когда наша отрасль начинает меняться, прогрессировать под воздействием выполняемых нами работ. И в конце мы приходим к результатам уровня главной цели, когда эффект от наших усилий становится ощутимым на уровне регионов, страны или глобальных территорий. Подробнее индикаторы результативности БПО рассматриваются в модуле номер 5 «Требования к индикаторам результативности бюджетных мер и мероприятий». Ну а теперь перейдем ко второму модулю под названием «Формат программного бюджета в Кыргызской Республике. Основные подходы и нормативная база». В нем мы рассмотрим, каким законодательным и подзаконным актам подчиняется БПО и каким инструкциям следовать, чтобы было легко планировать и исполнять программный бюджет. Начнем с изучения нормативной базы. Основы программного бюджетирования заложены в Бюджетном кодексе Кыргызской Республики. Здесь даны определения бюджетных программ и бюджетных мер. БПО рассматривается как инструмент планирования и исполнения республиканского бюджета, а также упоминается в основных этапах бюджетного цикла. На основе Бюджетного кодекса разработаны подзаконные акты в виде утвержденных Кабинетом министров инструкций, которые охватывают процесс планирования и исполнения бюджетирования на программной основе. Эти инструктивные материалы регулируют процессы разработки среднесрочных стратегий бюджетных расходов, бюджетных заявок в программном формате, вопросы отчетности об исполнении БПО и оценки эффективности бюджетных программ и мер. Разработаны инструкции по БПО и для местных бюджетов. Вот перечень действующих основных нормативных документов по бюджетированию на программной основе в Кыргызской Республике. Главный документ – это Бюджетный кодекс Кыргызской Республики от 16 мая 2016 года за номером 59. Инструкции, как вы помните, регулируют планирование и исполнение бюджета. Инструкции по планированию утверждены постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 24 декабря 2021 года за номером 349. Оно применимо как для БПО, так и для традиционного бюджетирования. А исполнение регулируется посредством мониторинга, предоставления отчетов и оценки эффективности. О порядке их проведения вы можете узнать из постановления Кабинета министров Кыргызской Республики от 1 августа 2022 года за номером 436. Есть даже отдельная инструкция по БПО для местных бюджетов, утвержденная приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 23 июля 2018 года за номером 69-П. Стоит отметить, что для ООПТ и лесхозов существуют специально разработанные инструкции по формированию, рассмотрению и исполнению бюджетов на программной основе. О них речь пойдет в следующем учебном модуле.
Теперь перейдем к структуре программного бюджета, действующей в Кыргызской Республике. Как говорилось в предыдущем модуле, она построена на иерархии целей и задач. В первую очередь формируется стратегическая цель сектора, затем определяются стратегические задачи, чтобы достичь этой цели. Затем планируются бюджетные программы, с помощью которых выполняются стратегические задачи сектора. Бюджетные программы, в свою очередь, состоят из бюджетных мер. Разберем каждый элемент структуры программного бюджета. Стратегическая цель – практический аналог видения в теории стратегического планирования. Напомню, мы это изучали в рамках первого модуля. Это конкретное состояние отрасли, достижение которого является желательным с общественной точки зрения. И еще, обратите внимание, стратегическая цель сектора определяется на уровне министерства. Она одна для всего министерства. Теперь попробуем разобраться, что такое стратегические задачи. Стратегические задачи отражают главные направления деятельности для достижения стратегической цели. Именно стратегические задачи являются основой для определения бюджетных программ. Обратите внимание, что стратегические задачи – это тоже прерогатива министерства, а департамент ООПТ или лесная служба могут участвовать в разработке одной из стратегических задач. А теперь наступила очередь бюджетных программ. Бюджетные программы формируются в рамках стратегической задачи. Каждая бюджетная программа – это комплекс мер, под реализацию которых из бюджета выделено финансирование. Бюджетные программы охватывают всю без исключения деятельность министерства и его подведомственных организаций. Каждая бюджетная программа должна иметь собственную цель. Как Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий, так и лесная служба на сегодняшний день имеют по одной бюджетной программе. А что такое бюджетные меры? Бюджетная мера – это часть бюджетной программы, которая состоит из мероприятий и действий, заложенных в реализацию программу, и, что важно, финансируемых из бюджета. Это могут быть функции подразделений и отделов, регулярные закупки, инвестиционные проекты. В общем, все то, чем занимается министерство и его подведомственные организации. Только теперь эта деятельность организована так, чтобы служить достижению конкретных целей и результатов. Исполнение бюджетных мер – это прямая функция ООПТ и лесхозов. Индикаторы результативности – показатели, характеризующие степень достижения запланированных результатов или конкретное состояние сектора либо отрасли. Индикаторы результативности используются в качестве ориентиров по достижению целей сектора либо отрасли или в качестве критериев оценки деятельности министерства и его подразделений. О них я подробно расскажу в пятом модуле. А теперь перейдем непосредственно к той инструкции, которая поможет разобраться в бюджетировании на программной основе именно вам. Для ООПТ и лесхозов не было единого стандарта представления информации по планированию и исполнению БПО. Новая инструкция устанавливает такой формат. Какие общие проблемы на сегодняшний день испытывают госорганы при работе с БПО? При подготовке программных бюджетов госорганы в целом следуют требованиям инструкций, однако не уделяют при этом должного внимания анализу информации, которой они наполняют свои программные бюджеты. Часто всю работу по формированию БПО осуществляют только финансисты, стратегические и профильные подразделения слабо задействованы в процессе. Поскольку внутри госоргана обмен информацией чаще всего носит произвольный характер, сотрудникам, делающим свод, сложно систематизировать данные. Формулировки бюджетных программ и мер часто не соответствуют требованиям инструкций. Общей проблемой является неправильный отбор индикаторов результативности. Новая инструкция составлена таким образом, чтобы учесть и помочь решить эти проблемы. Преимущество новой инструкции. Регулирует процесс БПО на уровне ООПТ либо лесхоза, то есть предоставляет им полноценную нормативную базу для программного бюджетирования. Предлагает стандартные простые формы для обмена информацией внутри ООПТ и лесхоза и с департаментом либо лесной службой. Упорядочивает терминологию, что облегчает понимание процесса. Рассматривает понятие мероприятия как составного элемента программного бюджета, что позволяет детально анализировать бюджетные меры и вклад в их реализацию.
Объединяет требования к формулировкам всех элементов программного бюджета, бюджетных мер, мероприятий и индикаторов результативности. Упрощает работу по формулировке бюджетных мер, мероприятий и индикаторов результативности, предлагая их стандартизированный набор. Упорядочивает работу с администраторами бюджетных программ, регулируя обмен информацией ОПТ лесхозов с департаментом либо лесной службой и министерством, четко описывая сферы ответственности всех сторон. Охватывает весь процесс бюджетирования целиком, планирования и исполнения. Инструкция состоит из следующих разделов и подразделов, детально и пошагово описывающих процесс бюджетирования на программной основе в ОПТ и лесхозов. Первое. Общие положения. Второе. Организационные вопросы и сроки, включая график ежегодного цикла формирования программного бюджета. Третье. Предельные объемы расходов. Четвертое. Формирование бюджета на программной основе, которое состоит из нескольких шагов. Шаг первый. Определение бюджетных мер. Шаг второй. Определение мероприятий. Шаг третий. Определение стоимости бюджетных мер и мероприятий. Шаг четвертый. Определение индикаторов результативности. Шаг пятый. Обобщение и представление сводной информации на уровне ОПТ и лесхозов. Пятый – порядок рассмотрения бюджетов на программной основе. Шестой – порядок исполнения программного бюджета ОПТ и лесхозов. Седьмой – ответственность руководителей ОПТ и лесхозов. В результате работы вам не придется заполнять слишком много форм для предоставления программного бюджета в вышестоящую организацию. В процессе планирования заполняются 2 обязательные формы, а в процессе исполнения – 1 раз в полугодие – 1. Бюджетные заявки, формируемые в соответствии с инструкцией, отражают все аспекты, присущие методике БПО. Стратегический подход, связь с ресурсами финансирования и результаты, индикаторы результативности. Для того, чтобы было понятно предназначение заполняемых форм, нужно еще раз вернуться к схеме, представленной в предыдущих модулях. ОПТ и лесхозы не разрабатывают стратегическую цель и задачи сектора. Бюджетные программы разрабатываются департаментом или лесной службой. Внимание ОПТ и лесхозов должно быть сосредоточено на бюджетных мерах и мероприятиях. Уровень бюджетных мер и их значение в программном бюджете отражены на схеме, а мероприятия являются уже составными частями бюджетных мер. Если укрупнить элементы предыдущей схемы, как показано на рисунке, то можно выделить мероприятия как составные части бюджетных мер. Министерство не включает в свой программный бюджет мероприятия, но они нужны ОПТ и лесхозу, чтобы точнее планировать и исполнять расходы и результаты в рамках своей деятельности. Какие же формы вам придется готовить для планирования и исполнения программного бюджета? Форма приложения 1 к инструкции отражает элементы, показанные ранее на общей схеме программного бюджета, а именно бюджетные меры и мероприятия. Финансирование, строка сумма, для большинства мероприятий отражается только в виде категории расходов, приобретения товаров и услуг. Чаще всего в ОПТ и лесхозе одно структурное подразделение или сотрудник реализует несколько мероприятий. Поэтому расходы на содержание этого подразделения либо сотрудника – заработная плата, отчисления на социальные страхования, транспортные расходы, прочие выплаты – не делятся по всем мероприятиям, а отражаются в финансировании того мероприятия, в котором это подразделение либо сотрудник задействован больше, чем в других мероприятиях. Для каждого мероприятия указывается не только финансирование, но и обязательно индикатор результативности. Индикаторы результативности для бюджетных мер собираются на уровне департамента либо лесной службы. БПО – это не только финансовый инструмент, но и инструмент коммуникации ОПТ лесхоза с министерством и вышестоящей организацией. Поэтому очень важно заполнить описательную часть, графу внизу таблицы, указав возможные риски, проблемы и ограничения, с которыми ОПТ и лесхозу приходится сталкиваться в процессе работы. Форма приложения 2 к инструкции отражает только стоимость бюджетных мер и мероприятий, без индикаторов результативности. Стоимость разбивается по 3 источникам финансирования, если таковые задействованы в реализации бюджетной меры либо мероприятия.
Финансовые вклады республиканского бюджета, колонка «Бюджетные средства», бюджетных инвестиций, колонка «Капитальные вложения из республиканского бюджета и средств программы государственных инвестиций» и спецсредств, средств, заработанных ООПТ либо лесхозом за счет реализации товаров и платных услуг, отражаются в таблице отдельно. Суммарно эти расходы отражаются в таблице приложения 1. Важной формой бюджетной заявки является форма из приложения 3 к инструкции, представляющая потребности ООПТ и лесхозов в дополнительном финансировании. Эта форма нужна для того, чтобы департамент и министерство располагали сведениями о реальных потребностях ООПТ и лесхозов в дополнительных средствах, необходимых для исполнения всех функций в полном объеме и развития. Здесь дополнительное финансирование привязывается к индикаторам, которые изменятся при получении такого финансирования. Теперь форма для исполнения программного бюджета. По итогам каждого полугодия проводится мониторинг исполнения БПО по финансовым и нефинансовым индикаторам. Для этого вы используете данную форму из инструкции. Помимо сравнения плановых и фактических значений финансирования и индикаторов результативности, необходимо уделить особое внимание описанию проблем. Графа внизу таблицы. Таким образом анализируются причины отклонений. Здесь же можно представить ваши собственные предложения по устранению проблем. Для правильной коммуникации необходимо правильное формулирование бюджетных мер и мероприятий. Изучим этот раздел. Итак, приступим к 4-му модулю. Данная схема уже не раз приводилась в видеокурсе. В этом модуле она приведена для того, чтобы показать, какое место в программной структуре бюджета министерства будут занимать программные бюджеты ООПТ и лесхозов. Требования к формулировке стратегических целей и задач сектора в большей степени важны для верхнего уровня принятия решений, и данный модуль будет сосредоточен в основном на бюджетных мерах и входящих в них мероприятиях. Несмотря на то, что бюджетные программы и их цели, финансирование и индикаторы определяются на уровне министерства и департамента, требования к ним стоит привести в данном модуле, чтобы показать общую логику БПО. Бюджетная программа отражает одно из основных направлений деятельности министерства, предназначенное для выполнения одной из его стратегических задач. Особое внимание необходимо обратить здесь на 2 пункта, которые имеют отношение и к бюджетным мерам. Финансирование как таковое не является бюджетной программой или мерой, поскольку финансирование не может осуществляться ради финансирования. Поэтому никогда не употребляйте, пожалуйста, слово «финансирование» в наименованиях бюджетных программ, мер и мероприятий, а также при определении индикаторов результативности. И второй важный момент – общественная значимость. И бюджетные программы, и бюджетные меры не могут быть направлены на обеспечение деятельности самого министерства или подведомственной организации. Так же, как не может быть финансирование ради финансирования, не может быть и деятельности ради деятельности. Элементы программного бюджета должны демонстрировать полезность для конечного потребителя, а не для организации как таковой. Пример формулировки программ можно взять из действующего программного бюджета Министерства природных ресурсов. Бюджетная программа сохранения биоразнообразия. А целью этой бюджетной программы определено сохранение и улучшение биоразнообразия, в том числе восстановление численности популяций редких и исчезающих видов животного и растительного мира, устойчивое использование биоразнообразия Кыргызской Республики. Пример Министерства сельского хозяйства. Бюджетная программа управления обеспечения сохранения и развития лесных ресурсов. Цель программы – устойчивое управление лесами для обеспечения экономического благосостояния народа, социального благополучия и благоприятной среды для жизни граждан Кыргызской Республики. Бюджетные меры являются составными частями бюджетной программы, имеют отведенные им бюджетные ресурсы и сформулированные результаты деятельности.
Если взять реальные примеры из других отраслей, можно наглядно продемонстрировать то, как правильно и как неправильно формулировать бюджетные меры. Здесь приведены примеры формулировки бюджетных мер из сферы ОПТ и лесхозов. Прежде всего, нужно обратить внимание на бюджетные меры, которые носят административный характер. Поскольку бюджетная программа по сохранению биоразнообразия у Министерства природных ресурсов пока одна, то и одна из бюджетных мер относится напрямую к работе департамента, отображая его расходы. Это бюджетная мера номер 1. Она не будет включаться в бюджетные заявки ОПТ и лесхозов. Теперь посмотрим на бюджетную меру номер 2. Каждое ведомство, включая ОПТ и лесхозы, осуществляет административную деятельность, которая обеспечивает функционирование организации в целом, то есть влияет сразу на все направления. Расходы на такую деятельность очень сложно разделить по бюджетным мерам, поскольку они не сосредоточены на одном функциональном профильном направлении. Это расходы на содержание руководства, бухгалтерии, отдела кадров, юриста и тому подобное. Для того, чтобы такие расходы не выпали из программного бюджета, они объединяются в административную бюджетную меру, которая в нашем случае называется координация и организация деятельности ОПТ. Остальные бюджетные меры с 3 по 6 в нашем примере отражают функциональные, профильные направления деятельности ОПТ, связанные с ними расходы и результаты. В следующей таблице приведены примеры формулировки бюджетных мер для бюджетной программы лесной службы. Здесь также присутствует административная бюджетная мера 0.1 и функциональные бюджетные меры. Бюджетные меры делятся на мероприятия. Их определение необходимо для того, чтобы планировать и осуществлять мониторинг деятельности внутри ОПТ и лесхоза. Бюджетные меры – слишком крупная категория для организации, непосредственно оказывающей государственные услуги. Как уже говорилось в одном из предыдущих модулей, к инструкции по БПО для ОПТ и лесхозов прилагается специально сформулированный совместными усилиями департамента и ОПТ рекомендуемый перечень бюджетных мер и мероприятий для ОПТ. Здесь для примера приведены некоторые из бюджетных мер и мероприятий из этого перечня для того, чтобы была понятна логика дерева целей программного бюджета ОПТ. Приведем также пример формулировки мероприятий для бюджетных мер лесхозов. Остался один неизученный раздел, которому нужно уделить особое внимание, и это индикаторы результативности. Если взять за основу схему процесса деятельности организации, как это уже описывалось в модуле номер 1, и сделать из нее схему мониторинга и оценки, то мы увидим, что мониторинг осуществляется на стадии получения так называемых прямых результатов деятельности, о которых также вкратце упоминалось в модуле номер 1. Под мониторингом мы в данном случае понимаем периодическое наблюдение за процессом, протекающим с использованием выделенных для этого процесса ресурсов для выявления его соответствия ожидаемому результату. Другими словами, мы делаем контрольные замеры показателей процесса, чтобы понять, получим ли мы в итоге желаемые показатели или нам могут помешать какие-то проблемы. Делается это не с целью контроля, а с целью раннего выявления и устранения проблем. Такой мониторинг с точки зрения БПО можно применять к бюджетным мерам и, соответственно, ко входящим в них мероприятиям. Рано или поздно под воздействием процесса деятельности должны возникать изменения в отрасли или у благополучателей. Для того, чтобы понять масштаб изменений, требуется уже не мониторинг, а оценка, которая как раз и фиксирует эти изменения через показатели конечного результата. Оценка в БПО применяется уже на уровне бюджетных программ. Таким образом, на уровне ОПТ и лесхозов чаще применяется именно мониторинг процесса с использованием показателей прямого результата, которые представлены в виде индикаторов результативности бюджетных мер и мероприятий. Разберем, что такое индикаторы результативности. Индикаторы результативности – показатели, характеризующие степень достижения запланированных результатов или конкретное состояние сектора либо отрасли. Индикаторы результативности используются в качестве ориентиров по достижению цели сектора либо отрасли или в качестве критериев оценки деятельности главного распорядителя.
Индикаторы результативности бюджетных программ отражают конечно социально значимый результат, конечные результаты. Индикаторы результативности бюджетных мер и мероприятий характеризуют объем выполненных работ, оказанных услуг, либо прямой результат. И каким образом измеряются результаты? Как уже говорилось в предыдущих модулях, результаты деятельности имеют разные уровни. На уровне бюджетных мер и мероприятий мы видим прямые результаты деятельности, как правило, характеризующие просто объем выполненных работ или оказанных услуг. На более высоком уровне мы видим более сложные результаты, когда наша отрасль начинает меняться, прогрессировать под воздействием выполняемых нами работ. И в конце мы приходим к результатам уровня главной цели, когда эффект от наших усилий становится ощутимым на уровне регионов, страны или глобальных территорий. На уровне ООПТ и лесхозов в основном применяются показатели прямого результата, то есть индикаторы результативности бюджетных мер и мероприятий. У индикаторов результативности, кроме правильно сформулированного наименования, должны быть целевые при планировании и фактические при исполнении цифровые значения. Значения должны быть только цифровыми. Абсолютные величины или проценты. Не допускается использование значений совершенного действия, таких как мероприятие проведено или солонцы устроены. Значения должны иметь динамику, изменяться, приближаясь к цели, если позволяет финансирование. Значения должны зависеть от финансирования. Если финансирование снижается, то результат не может расти. Нет финансирования – нет результата. Предлагаем рассмотреть на примерах из других отраслей. Индикаторы результативности бюджетных мер и мероприятий – это показатели прямых результатов, характеризующие объем выполненных работ, оказанных услуг и их качество. Например, количество осуществленных работ, например, протяженность отремонтированных участков дорог, количество обслуженных клиентов, например, количество проведенных вакцинаций, количество потраченных финансовых средств. Только там, где деятельностью является финансирование, например, при выделении пособий. Производительность, например, пропускная способность, время на оказание услуг, производительность труда, потребление услуг, например, количество визитов в медицинские учреждения на 10 тысяч населения. Качество услуг, соответствие стандартам, результаты опросов чаще применяются к бюджетным мерам, чем к мероприятиям. Теперь рассмотрим требования, которые нужно учитывать при отборе индикаторов результативности. Для этого снова приведем примеры из разных отраслей, чтобы более наглядно показать возможные ошибки. Первое требование – соответствие полномочиям и компетенции министерства либо ведомства. Организация должна иметь достаточное влияние на достижение целевых значений данного индикатора. Комплексность. Индикаторы должны демонстрировать существенные аспекты реализации бюджетной программы или бюджетной меры. Например, индикатор количества построенных школ не полностью характеризует реализацию бюджетной меры, повышение доступности школьного образования, так как на доступность влияют другие факторы – транспортная доступность, доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья, наличие педагогических кадров и так далее. Доступность индикатора для понимания. Индикаторы не должны содержать специфических терминов или аббревиатур, непонятных не специалисту в данной отрасли. Характеристика изменений для потребителей услуг. Индикатор должен отражать конкретные действия или изменения, которые организация осуществляет для потребителей услуг. Отражение качественных изменений. Индикатор отражает качественные изменения, происходящие в секторе в результате реализации бюджетных мер. Объективность. Индикаторы не должны создавать так называемые ложные стимулы, то есть достижение целевых значений индикаторов не должно приводить к реальному ухудшению ситуации. Как уже говорилось в одном из предыдущих модулей, к инструкции по БПО для ООПТ прилагается специально сформулированный совместными усилиями Департамента и ООПТ рекомендуемый перечень бюджетных мер и мероприятий для ООПТ. Каждая бюджетная мера и мероприятие имеет один или несколько индикаторов результативности. Приведем также пример индикаторов результативности для бюджетных мер лесхозов.
Здесь, для примера, приведены некоторые из бюджетных мер и мероприятий из этого перечня с указанием индикаторов. На этом видеокурс «Основы программного бюджетирования» подошел к концу. Благодарю за внимание.